Культурное строительство в годы войны и в послевоенный период 1941-1964 года. Оставшиеся в тылу ученые, не покладая рук, трудились над решением военно-экономических задач по повышению обороноспособности Родины. К началу войны в республике было 13 научно-исследовательских учреждений, в которых работало 323 научных сотрудника, из них 13 докторов, 45 кандидатов наук. Все свои знания и опыт они направляли на удовлетворение нужд фронта. За счет эвакуированных в Кыргызстан ученых-специалистов научный потенциал республики как никогда вырос и окреп. С прибытием академиков Баха, Борисяка, доктора технических наук Келдыша, доктора исторических наук Бернштама, доктора филологических наук Юдахина и других, уровень научно-прикладных исследований в республике заметно активизировался. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 5 января 1943 года в республике был образован кыргызский филиал Академии наук СССР, что стало огромным стимулом повышения уровня научно-исследовательских изысканий в Кыргызстане. 13 августа 1943 года филиал приступил к работе. Первым избран академик Скрябин. Заместителями стали Шукуров и Масенко, ученым-секретарем Власенко. В борьбе против фашистских захватчиков важным идеологическим оружием служили литература и искусство. Многие члены Союза писателей Кыргызстана – Илибаев, Ашубаев, Чекменев, Умиталиев, Шиваза, Турузбеков, Абдукаимов и другие – ушли на фронт. Некоторые из них стали политруками воинских частей, другие работали во фронтовой печати, проводили агитационную и воспитательную работу. Турузбеков, Илибаев и Сенкожоев героически погибли на поле брани. Советский патриотизм, защита Отечества, воинская доблесть, самоотверженный труд в тылу врага были главной темой творчества кыргызских писателей в эти годы. Такамбаев, Джантошев, Осмонов, Маликов, Умиталиев, Садыкбеков, Бакамбаев и другие в своих произведениях призывали народ к стойкости, вдохновляли на новые подвиги, укрепляли веру в победу над врагом. Артисты Кыргызстана с первых месяцев войны посвятили весь свой талант и силы приближению победы. Например, бригады артистов республики с июля 1941 по 1 апреля 1942 года провели на фронтах, в госпиталях и мобилизационных пунктах 763 концерта. В ноябре 1941 года прошла премьера кыргызской оперы «Патриоты», посвященной героям Великой Отечественной войны. 17 августа 1942 года музыкальный театр преобразован в Кыргызский государственный театр оперы и балета. В ноябре 1942 года театр поставил оперу «Кёкуль». Через год, в декабре 1943 года, «Ким Канте». В 1944 году балет «Чолпон». До конца войны артисты театра дали для воинов и тружеников тыла 750 концертов. Развитие культуры в послевоенные годы проходило под усилившуюся идеологическую опеку сталинской административно-командной системы. Была принята официальная доктрина о том, что у части населения продолжают сохраняться феодально-родовые и капиталистические пережитки, а в слоях интеллигенции бытует преклонение перед буржуазной культурой, и что имеет место усиление тенденции недопонимания политики коммунизма. Произведения известного акына второй половины XIX века, начала XX, Молдо Калыча были признаны буржуазно-националистическими, а исследователи его творчества Саманчина, Бейджиева, Бектенова подвергли репрессиям. Ученые Шукуров, Соронбаев, Харасаев были сняты с должностей. Роман Такомбаева «Канду Джилдар» и поэма Маликова «Балбай» подверглись серьезной критике, их запретили читать. В 1951 году по указанию высших советских и партийных руководителей началась кампания классовой критики национальных народных эпосов. Высшее достижение духовного творчества кыргызского народа эпос «Манас» был запрещен как произведение религиозно-антинародного содержания, воспевающее эксплуататорские интересы и проповедующее войну. Однако передовая кыргызская интеллигенция не восприняла такую трактовку народного эпоса. Получила новый стимул развития кыргызской литературы. Роман Садыкбекова «Бездин замандын кишелери. Люди наших дней» был удостоен Государственной премии СССР. Большой любовью пользовались народы произведения Баялинова, Джантошева, Умиталиева, Осмонова. На новую высоту поднялось творчество драматургов, композиторов, художников. В 50-е и в начале 60-х годов культура республики продолжала развиваться в духе нового времени. В эти годы художественная литература пополнилась такими талантливыми писателями и поэтами, как Айтматов, Абдукаимов, Иралиев, Каимов, Тохтомушев, Умиталиев. Сборник повести Чингиза Айтматова «Повести горы степей» был удостоен Ленинской премии. Деятели искусства Кыргызстана продемонстрировали свои достижения в Москве на проходившей в 1958 году второй декаде искусства и литературы Кыргызстана. 6 артистам республики – Киизбаевой, Бешиналиевой, Рыскулову, Хыдыкеевой, Мырзабаеву, Хуюковой – были присвоены звания народных артистов СССР.
300 представителей искусства награждены орденами и медалями, 9 из них – орденом Ленина. Произошли позитивные сдвиги в системе народного образования. В 1953-54 учебном году в городах республики начало вводиться обязательное среднее образование. Вместе с тем, в 1955 году еще более 20 тысяч детей не было привлечено к обучению в школе, особенно в сельской местности. С 1958 года вместо 7-летнего образования было введено обязательное 8-летнее образование. В средних школах срок обучения был продлен до 11 лет. До 50-х годов специалистов с высшим образованием для народного хозяйства республики готовили центральные вузы СССР. Открытие на базе Кыргызского государственного пединститута в 1951 году Кыргызского государственного университета стало важным событием для нашего горного края. В 1954 году на базе геологического и технического факультетов был открыт Фрунзенский политехнический институт. Теперь высокообразованных специалистов по многим отраслям республика стала готовить в своих вузах. В 1951 году открылся Оржский, в 1953 Прижевальский педагогический институты с 4-годичным сроком обучения. В 1955 году начал набор студентов в Кыргызский физкультурный институт. В результате подготовка кадров учителей в республике была во многом решена. Наряду с развитием высшего образования большое внимание продолжало уделяться среднеспециальным учебным заведениям. В 1954 году на базе кыргызского филиала Академии наук СССР была образована Академия наук Кыргызской ССР. Ее первым президентом научный коллектив избрал Ахумбаева. В состав первого президиума Академии вошли видные ученые Джамгырчинов, Ахумбаев, Батманов, Юдахин, Юнусалиев, писатели Токомбаев, Садыкбеков. Всего 27 человек. В 10 научных учреждениях Академии трудилось 203 научных работника, среди них 12 докторов и 83 кандидата наук.